И о спорте. Чемпионом Польши по боям без правил стал чеченец. Борьба оказалась для него очень простой, а финал для ценителей спорта слишком коротким. 26-летний Мамед Халидов несколько лет живет и тренируется в Европе. Недавно молодой спортсмен вернулся в республику. О талантливом борце Ахмед Сусуев. Этот бой в карьере Халидова был самым коротким. Он длился всего 5 секунд. Самым коротким он был признан в истории польских боев без правил. Актуальный чемпион Польши свергнут одним ударом. Najkrótsza walka chyba, jaką w tej chwili widzieliśmy, i tej walki dalej nie będzie. Ale Grzegorz, ja powiem jedno, kompromitacja. Это было, не знаю, как получилось так, что я заметил, что мой противник руки опускает, и он был боксером. И он надеялся на то, что я в партер пойду, и буду в партер работать. И он так чуть слегка руки опустил, и нога пошла просто так вот, заметил. Бой за чемпионский титул состоялся этой весной. К нему Халидов шел 2 года. За спиной 8 побед и 3 поражения. Но проигрыши он не прощает. 1 октября у меня состоится реванш. Бой с литовцем, который последний раз собирался, проиграл. Последний раз, в смысле, последний мой проигрыш, это было год назад. На спортивный путь Мамеда Халидова вывел его брат. Еще ребенком. В 13 лет он привел его в спортзал, в котором занимался сам. Уроки мастерства дает ему и сейчас. Левую ногой связку больше, как правой. Или у тебя справа, правая справа? Я его повел на тренировки, он тогда был уже, скажем так, молодой еще парниша. Первый раз вкусил, что такое пот, что такое спортзал. Потихоньку подтянулся. Ну, короче, интерес проявился у него с детства. Тайский бокс и бразильское джиу-джитсу, по мнению Мамеда Халидова, самые эффективные виды единоборств для участия в боях без правил. И лучшая школа джиу-джитсу, конечно же, в Бразилии. Я бы хотел поехать в Бразилию как подготовку, там тоже сразиться с таким хорошим противником, если получится выиграть, ну, в будущем просто, это цель моя, это Япония. Там выступить себя показать, если я себя покажу, я покажу Чеченскую республику. И вот мое единственное, вот, к чему я стремлюсь, это вот в Японии, и там выступить, и постараться как-нибудь до первого места дойти, показать цвет просто, что мы Чечня, мы с Чечни ребята, мы тоже можем показать себя. Бои без правил в Японии – это не то, что в Америке, говорит брат Мамеда. Не жестокие драки. В стране восходящего солнца большее предпочтение отдают философии, чем силе. Уровень японских соревнований – пик мечтаний любого спортсмена в этом стиле. Там стравливают не как в Америке, скажем так, дикий образ поведения, драка, да. В Японии относятся к этому как искусство. Ну, сводят дзюдоиста, чемпиона мира, борца, кикбоксера. И вот в этом интерес на сегодняшний день, как и все интересуются, кто же сильнее, дзюдоист там, или борец, или кикбоксер. Вот их не интерес японцев. Они это демонстрируют на ринге. В каждом своем выступлении за границей Мамед Халидов представлял Чеченскую республику. Каждый свой бой посвящал родине. И все же эта его награда не войдет в копилку достижений спортсменов, представлявших республику на международной арене. Именно под чеченским флагом хотелось бы в Бразилии выступить, показать себя, раму и выиграть. В таком плане, вот, как будет, это неизвестно. Дикий народ. Ахмед Сусуев, Юсуп Абубакаров, Аслан Алоев, Вести, Чеченская республика.